В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте. Сводки из полей экономического форума в Санкт-Петербурге. Какой посыл мировой экономике дал глава государства Владимир Путин? Предварительные итоги питерского форума для Якутии. Республикой подписан целый ряд соглашений. Малоимущие в Нерюнгри получили квартиры. 9 семей справляют долгожданное новоселье. В Мирном безответственных владельцев собак накажут рублем. Штраф от 1 до 5 тысяч. В Якутске появилась аллея блогеров. 22 участника социального шоу-проекта «Битва блогеров» посадили боярышник. Российские власти будут снижать административное давление на бизнес. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе панельной дискуссии «Бизнес-диалог Россия-Франция» на Петербургском международном экономическом форуме. Глава государства сказал, что еще есть над чем поработать. Путин также отметил, что российские власти в настоящее время готовят некоторые изменения в налоговый режим. Однако после их внесения налоговые условия будут зафиксированы на ближайшие 6 лет. Бизнес, как отметил президент, может быть уверен в том, что налоговые условия будут соблюдаться. Телеканал «Якутия-24» транслирует мероприятие Петербургского форума в прямом эфире. Ну и в Петербурге сегодня проходит второй день работы, как я уже сказал, второй день международного экономического форума. И сейчас на связи с нами Айсена Бурнашова, наш СОПКОР в Санкт-Петербурге. Айсена, здравствуйте. Как проходят международные события? Можно ли уже говорить о каких-то результатах форума для Республики Саха-Якутия? В экспофоруме по-прежнему все очень насыщенно. Второй день работы 22-го ПМФ богат на встречи и взаимовыгодные подписания. Ну а если говорить об итогах первого дня работы экономического форума, то стало известно, что правительство России не будет повышать налоговую нагрузку. В течение 6-летнего цикла ожидается лишь определенная настройка, чтобы обеспечить рост экономики. Что касается бизнеса, то налоги, влияющие на него негативно, будут упрощены. Это делается для того, чтобы заинтересовать предпринимателей и самозанятых работать в белую, уплачивая налоги. На площадках форума много говорят о невозможности международной блокады России и о том, что введенные против России санкции отрицательно сказываются и на десятках других стран. Представительная делегация Якутии активно участвует на всех площадках форума. Во второй день работы ПМФ делегация Якутии подписала дополнительное соглашение с правительством Санкт-Петербурга о дальнейшем сотрудничестве. Также в течение дня ожидается подписание соглашения с компанией «Роснефть» по строительству Малой академии наук Республики. Подписывается соглашение о финансировании социальной сферы Республики Саха-Якутия между публичным акционерным обществом «Нефтяная компания Роснефть» и Республикой Саха-Якутия. Со стороны Республики Саха-Якутия глава республики Егор Афанасьевич Борисов. К другим событиям. Жители села Кальвица Кобяйского района должны переехать в новое село для избежания повторных затоплений. Речь шла об этом сегодня во время встречи рабочей группы правительства республики с населением. Как отметил первый вице-премьер Алексей Колодезников, жилые дома в селе неоднократно затапливали, но в этом году уровень воды был больше, чем в предыдущие. Он также добавил, что все обязательства перед жителями села Кальвица будут выполнены. Сегодня мы провели осмотр социальных объектов, школы, детского сада, посмотрели жилые дома. Кальвица неоднократно подтапливается, но в этом году уровни были очень высокие. Подтопление где-то больше на метр, чем в остальные года. Вообще у нас развивается сейчас вот верхняя часть Кальвица новая. Там у нас выделены участки, построено за счет инвестпрограммы республики этот энергоцентр, который работает на газе. И, газоснабжение подведено к участкам, и энергоснабжение сделано. В прошлом году мы и газ подали, и электроэнергию. А тем временем в Среднеколымске на реке Колыма уровень воды превысил критическую отметку на 75 сантиметров. Как сообщает диспетчерская служба района, в 10 вечера по местному времени вода достигла отметки 10 метров 75 сантиметров, добавив за час 12.
С сегодняшнего дня мэром города Владимиром Шароборшиным в городе Среднеколымске объявлен режим ЧС муниципального характера. Начали эвакуацию населения в пункты временного размещения. На низменной части города проводят дежурство у дамбы. Как сообщили в Ленском бассейновом водном управлении, в районе островов ведутся взрывные работы. Также из-за большого количества снега в горах есть риск затопления населенных пунктов вдоль рек Алазея и Березовка. Отметим, что из-за размыва взлетно-посадочной полосы в городе отменили авиарейсы. Полеты сюда осуществляют авиакомпании «Якутия» и «Полярные авиалинии». Каждая по 2 раза в неделю. Что касается Березовки, то уровень воды в реке превысил критическую отметку на 48 сантиметров и составил 10 метров 48 сантиметров, сообщает диспетчерская служба района. А по данным МЧС республики, в настоящее время все дворовые территории Нижнего поселка затоплены. Население эвакуировали на возвышенность в Верхний поселок. Также работает пункт временного размещения, который находится в здании школы. Он обеспечен питьевой водой, хлебобулочными изделиями. Также здесь работает охрана общественного порядка и безопасности. В настоящее время спасателями организовано дежурство в населенном пункте Березовка. Также оказывается адресная помощь по эвакуации и отселению населения, по подъему вещей, по доставке продовольствия, питьевой воды и другая адресная помощь жителям, которые требуется в данном населенном пункте. Отработала правительственная комиссия сегодня в данном населенном пункте. Также авиация МЧС России и спасателями мы сегодня доставили из города Среднеколымска дополнительно продовольствие, питьевую воду, дополнительно хлебобулочные изделия. Между тем, в регионе продолжается сбор помощи для пострадавших от паводка. Работники правительства собрали продукты питания, одежду, предметы быта и другие необходимые вещи в помощь тем, кто в результате паводка находится в бедственном положении. Это жители сел в Татнинском, Амгинском, Хангаласском, Устьянском районах. Каждый сотрудник непосредственно оказал помощь в виде перечисления однодневной заработной платы в фонд пострадавшим районам. И вот продолжение этой акции также было принято решение организовать сбор гуманитарной помощи, что мы и сделали. Сотрудники администрации откликнулись. Надеемся, что эта гуманитарная помощь будет нужна и востребована нашим пострадавшим жителям. Сегодня в Хангаласском Улусе день траура. Трагедия, случившаяся накануне в селе Булганихтат Хангаласского района, потрясла всю страну. Массовое убийство в небольшой деревне. Погибли 6 человек, в том числе ребенок. Убийца тоже в этом списке. Жители села до сих пор не могут поверить в случившееся. Что не рассказывают о жертвах расправы и какие еще есть версии причин происшествия. В материале Сарглан Захаровой. Тихую размеренную жизнь маленькой деревни с населением всего в 1500 человек прервал грохот выстрелов. Днем 24 мая на улице Лесная 65-летний житель Булганихтаха ворвался в дом своих соседей. Выстрел, пуля насмерть пронзает молодую женщину. Следом за ней убийца стреляет в 10-летнего ребенка, который только пришел с торжественной линейки в школе. В это время старшей дочери убитой чудом получается остаться незамеченной. Она спряталась под кроватью. На шум выстрелов прибегает сосед. Убийца его тоже не пощадил. Погибший Алексей Артамонов в этот день только прилетел с лечения в Санкт-Петербурге. С 16 лет он пошел работать в совхоз. И там до последнего, пока совхоз не распался, он там работал. Когда вышел на пенсию, он пришел сюда ко мне на пекарню. Он работал водителем. В последнее время он болел. 2 операции ему сделали. Как бы победил болезнь, но не смог. Все-таки. Сволочь его убила. После расправы в одном доме мужчина последовал в другой. Следующими его жертвами стали отец с сыном Павловым. Мать в это время находилась в Якутске и тем самым избежала печальной участи, но потеряла самых близких ей людей. Сейчас с ней и с другими родственниками погибших работают психологи. Все жители села получили сильнейший шок. Наша дочка была в 11 классе, и они остались после последнего звонка на классный час. И их там задержали учителя до задержания, до приезда полиции. И там они примерно до 4 сидели. Были
Напугана, а маленьким детям мы ничего не рассказали, только старшие вот знали уже. Люди напуганы, называют дом нехорошим. Человек, который построил дом еще в 80-е, вскоре после окончания работ пропал. Нашли мертвым. Через несколько лет в дом заехала многодетная семья. Весной на реке по пути в Титары лодка перевернулась. Женщина с 3 детьми погибли. Остался в живых только отец семейства. Больше 10 лет дом пустовал. Приезжали много алгосчитов. Все в один голос говорили, что в этом доме живут злые духи. Один сказал, что место для строительства выбрали плохое. Другой назвал его аномальной зоной, через которую отправлялись в мир иной все умершие люди. Новый житель дома оказался тоже непростым. За 10 лет, что он прожил в деревне, в глаза его видели немногие. Рассказывают, что был нелюдим. Относился к соседям с агрессией. Никого на свою территорию не впускал. Вел затворнический образ жизни. Однако такого исхода не ожидал никто. Был ли убийца вменяемым? Имел ли разрешение на ружье? И что его сподвигло на такой шаг? Вопросов больше, чем ответов. Следственный комитет по республике в день трагедии возбудил уголовное дело по признакам преступления убийства 2 и более лиц, в том числе малолетнего. Саргалана Захарова, Павел Пахомов, Хангаласский район. Но сейчас небольшой блок рекламы и смотрите далее на Якутия-24. В Мирном безответственных владельцев собак накажут рублем, штраф от 1 до 5 тысяч. В Якутске появилась аллея блогеров. 22 участника социального шоу-проекта «Битва блогеров» посадили боярышник. Якутский силач вернулся домой с новым рекордом мира. В аэропорту Якутска встретили Владимира Баланца. В эфире Якутия-24, и мы продолжаем наш выпуск. В Алдане продлены сроки месячника по санитарной очистке города. Решение о сдвиге принято из-за погодных условий. Где-то еще лежит снег, в других местах нет подъездов для техники. Впрочем, не природа виновна в деяниях человека, который мало обращает внимание на место, в котором он, собственно, живет. Тему продолжит Руслан Павлов. Очередной выезд административной комиссии, следящей за санитарной очисткой, начался с территории организации, которая относится к сфере коммунального хозяйства. Возле конторы общества гора пакетов с мусором, которые скопились не за 1 месяц. Да и мусорный бак стоит так, что к нему не подобраться спецтехники. Мы проводим рейды для того, чтобы привлечь как можно больше организаций к вывозу и уборке своей территории. К сожалению, не все это понимают, и приходится применять также меры административного воздействия на нерадивых. В том числе вот можете обратить внимание, как убрал свою территорию теплоэнергосервис Алданский филиал. Насколько серьезный штраф? Вплоть до 250 тысяч рублей. А вот баки для твердых отходов возле многоквартирника. Видно, что жизнь кипит в этом доме, а уборщики мусора не успевают за ними убирать. Кроме множественных отходов жизнедеятельности, здесь виден крупногабаритный мусор, вывозом которого должны заниматься его хозяева. Парадокс, но для транспортировки новой мебели мы заказываем машину, чтобы ее привезти, а потрудиться вывезти ее на свалку – вопрос не по адресу. Где-то, особенно весна, потеплело, почистить сараи, где-то что-то. Увеличивается объем мусора в выходные, безусловно. Машины просто не успевают. А это место до недавнего времени являлось неофициальной смотровой площадкой. С этого пятачка в микрорайоне Солнечный открывается достойный вид на город. Однако достойной не назовешь саму площадку. Кроме бутылок и банок, которые оставляют здесь любители красивых видов, кто-то вывалил на площадку шлак из котельной. Порывшись в мусоре, члены комиссии нашли виновника. Мы нашли бумаги, которые подтверждают, чей этот мусор. Это ЖДЯ, железной дороги Якутии. Вот четко видно штамп синий, да? Да, конечно. В общем-то, это деяние попадает под статью 8.2. Нарушение правил обращения с отходами, как несанкционированная свалка. А это уже территория фирмы, собирающей металлолом. Дело вроде хорошее, люди очищают город от ненужного железного хлама, и все бы ничего. Но пункт приема находится в непосредственной близости от реки Артасала, то есть в природоохранной зоне. Бороться за чистоту надо. Вопрос, какими методами и силами. Пока же очевидно, что методы неэффективны и сил недостаточно. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Алдан. В городе Мирный в городском парке также провели субботники, собрали 300 мешков мусора. Подробности в материале Марианны Кутуковой.
Городской парк – излюбленное место отдыха детей и взрослых. Пару лет назад его обновили. Заасфальтировали аллеи и тротуары, соорудили современные детские площадки. Особую атмосферу создает березовый лес. Миллионы опавших листьев, безусловно, красиво, но их необходимо убирать. В этом нелегком деле коммунальщикам решили помочь работники мэрии и администрации района. Так, сгребаем в кучки, слаживаем в мешки. Мешки, пожалуйста, подносим к дорожкам. МУП уже, коммунальщик уже все соберет после нас, мешки. Ну, вышли практически 100%, ну, наверное, все-таки 95%, потому что 5% остались на приеме граждан, прием заявлений, обращений и обработки финансовых документов. Все остальные, кто не болен, может, способен, все сегодня на субботнике. Убирать городской парк – это традиция в нашем городе, это заложено уже второй раз мы выходим. Администрация города совместно с администрацией района убирает общественное место, главное общественное место нашей столицы Алмазного края – это городской парк. Руководитель или подчиненный в стороне никто не остался. Некоторые приобщили к труду и своих детей. Много здесь мусора? Ну, да, бумажки там всякие. Пакеты, фантики от конфет, бутылки. Как настроение? Отличное, отличное. Вышли с коллективом поработать. Ну, в сравнении с предыдущими годами, как вообще ситуация улучшается? Да, да. Чище в этом году, чище. Самый любимый праздник это у меня был субботники и крик теплицы в совхозе. Это 71-75 года и до 85 года. Всегда настроение хорошее. Почти 2 часа на свежем воздухе и собрано 30 кубометров мусора. Листья деревьев, пакеты, битое стекло и другой мусор утилизируют на полигоне твердых бытовых отходов. Отмечу, что с 28 мая по 30 сентября на полигоне будет производиться бесплатный прием мусора от граждан, жителей частного сектора и владельцев дачных участков. Санитарная очистка в городе продлится до конца июня. Марьяна Кутукова, Евгений Тайтонов, Мирный. Ну а безответственных владельцев собак в Мирном накажут рублем. Штраф от 1 до 5 тысяч. Административная комиссия уже работает. Теперь владельцам питомцев придется пользоваться пакетами для сбора собачьих отходов. Подробности в следующем материале. На детской площадке, как на минном поле. Это, похоже, единственное место, где жильцы рядом стоящих домов могут выгулять своих собак. Специально отведенных мест нет. Так и появляются неожиданные собачьи сюрпризы. На каждом шагу продукты жизнедеятельности домашних любимцев. Особо остро проблема проявляется весной, когда отходы оттаивают вместе со снегом. Мусор мы привыкли выкидывать в урну. И точно так же хотелось бы, чтобы они убирали за своими собаками. Татьяна Приловская без полиэтиленового пакета на улицу не выходит. Даже с 3 собаками гулять ей несложно. Пакетики, которые, еще раз повторюсь, у меня в каждой сумочке, в каждой шубе, в каждых штанах. Но это не сложно, господи. Но я просто понимаю, что сейчас я прогуляла там, рядом парковка, да, рядом газон. Кто-то придет ставить свою машину вечером, извините, а здесь куча. Но таких, как Татьяна, единицы. На собачьи дела не обращают внимания. Считают, убирать за их питомцами должен дворник. Существует у нас в Кодексе об административных правонарушениях такая статья за ненадлежащее содержание домашнего животного. С весеннего периода сейчас ежемесячно ведутся рейды по территории города совместно с специалистами ветеринарии и представителями административной комиссии, где мы составляем акты в случае выявления вот таких нарушений. Своим примером Евгения Красноштанова доказывает, убирать за своей собакой – это обязанность хозяев. Евгения с Альмой дружат много лет. Прогулка с пакетом для них уже в привычку. Я не вижу в этом ничего постыдного, потому что правила чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Мы должны нести ответственность за чистоту нашего города. Бескультурных владельцев собак накажут рублем. Штраф от 1 до 5 тысяч рублей. Сумма не маленькая. Но здесь главное помнить, отсутствие культуры остается на совести владельцев, независимо от штрафов. Марфа Яковлева, Роман Ларин, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край».
А в Нерюнгри прошло радостное событие для 9 семей, стоявшие в очереди десятилетиями. Наконец получили свои долгожданные квадратные метры, рассказывает Игорь Акимов. Те дома, те квартиры, которые вы получили, это ваш дом, чтобы они стали для вас уютными, чтобы ваш дом был полная чаша. Благополучия вам, счастья. Те чувства и эмоции, которые наблюдались на лицах нерюнгринцев, входящих в группу малоимущих, в день официальных поздравлений сложно передать словами. После поздравлений главы Нерюнгри Леонида Олейник горожане поделились впечатлениями от произошедшего в их жизни и планами на будущее. Очень довольны, счастливы и делаем теперь потихонечку ремонт. Большое спасибо главе администрации и всем остальным, кто помог мне получить квартиру. Спасибо большое главе администрации и всем тем сотрудникам, которые приняли большое участие в судьбе моей дочери. Я очень рада, что у меня есть свое жилье теперь, и для меня это настоящее счастье и настоящее чудо. Напомним, что в очередь на присвоение статуса малоимущего может встать любой гражданин, считающий свои доходы соразмерными данной категории. После рассмотрения в составе общественной жилищной комиссии, в случае, если гражданин соответствует данному социальному статусу, он встает на учет. Те люди, которые у нас стояли изначально в очередности, это 89-й год, начало нашей очередности, они сейчас, наконец-то, за 18 лет, как сказал глава, получили свои помещения. Это 9 семей. Необходимо отметить, что именно последние годы в столице Южной Якутии стали судьбоносными для тысяч горожан. В Нерюнгри, помимо переселения граждан из аварийного жилфонда, специалистами городской администрации под чутким руководством главы города используются всевозможные инструменты для улучшения жизни нерюнгринцев. Игорь Акимов, Вадим Барашков, Нерюнгри. В Якутске появилась аллея блогеров. 22 участника социального шоу-проекта «Битва блогеров» посадили боярышник на улице Курашова. Кроме того, почистили тротуар от пыли. Это одно из заданий конкурса. Результат будет оцениваться только в августе. Чье дерево приживется, тот и выйдет победителем данного этапа. Для этого блогерам пришлось изучить технологию посадки саженцев. Все участники постарались за свое дерево. Это задание по посадке деревьев, оно было индивидуальное. Здесь именные таблички, и мы очень надеемся и призываем всех жителей нашей столицы, всех гостей нашей столицы бережно относиться к городу и, конечно же, к этой новой аллее. Чемпион мира по пауэрлифтингу якутский силач Владимир Балынец прилетел в Якутск. Заслуженный мастер спорта России установил новый рекорд в классическом жиме лежа на чемпионате мира в Финляндии. В весовой категории до 59 килограммов он улучшил предыдущий мировой рекорд, подняв штангу весом 175 килограммов. Его преследователь из Казахстана зафиксировал штангу весом 167,5. Россия на чемпионате заняла первое общекомандное место благодаря единственной золотой медали якутянина. По итогам соревнований до абсолютного чемпионства не хватило всего 11 сотых. Напомним, в ноябре прошлого года спортсмен выиграл чемпионат России и завоевал путевку на мировое первенство. Поставил 2 мировых рекорда. Еще остались силы на еще продление дальнейших рекордов. Идет подготовка к Паралимпийским играм в Токио 2020. И что мы набираем форму и готовы бороться за золотую медаль в Токио. Нет не на курорт, а в детский сад в столице республики. Продолжается комплектование в дошкольные учреждения. Родители возмущаются, кому-то, чтобы довнести документы или просто получить консультацию, приходится вставать в очередь с самого утра, а другим предлагают сады не в том районе. Как решается ежегодная проблема с комплектованием дошкольных учреждений столицы, разбиралась наша съемочная группа. Уже 20 лет Бактыгуль Сагдарова живет в Якутии. Российское гражданство получила давно, собственного жилья у нее нет, прописано у знакомых. Живет по съемным квартирам. Сейчас в том районе, где работа и садик старшего сына. Младшую дочь туда, однако, не берут. Регламент строг. Путевки выдают только по прописке. Сейчас этого садик мне предлагает 17-й квартал или аэропорт. Вот сейчас у меня сын будет ходить в 3-ю школу, 1 класс, и я дочку возить в аэропорт, у меня состояние этого не позволяет, потому что это финансы. Финансы не позволяют женщине решить и жилищный вопрос. Ей снова приходится переезжать к знакомым. Временно, пока съемная квартира во власти талых вод. После того, как гражданский муж уехал на родину, в Кыргызстан, и создал там новую семью, Бактыгуль осталась одна с 2 детьми.
Швея по образованию устроиться в ателье не может, а работа на полный день – предел мечтаний, пока несбыточных. Территория чистка. Уборком занимаюсь. Вот управляющая компания. Подъезд убирает. Поэтому я быстро пошла убирала, пришла домой, вот дочку посмотрела. Несмотря на перевод муниципальных услуг в электронный вид, в столичной мэрии очередь у дверей дошкольного отдела по-прежнему живые. Первые родители подходят аж к 4 утра, чтобы уж точно попасть на прием к специалисту. Ну, я сегодня пришла в 6:30, очередь получить. И это ребенок уже 14-й год, 1 год дома сидит, одна. Проверять учебу. Каждый год проверяем. Зимой приходила, талонов нету. Никогда не бывает талонов. Вообще ужасно, что тут творится в мэрии. И сейчас талонов нету, вот живая очередь, не знаю. Да, телефон я даже не нашла, если честно. Звонила сколько. Какие телефоны, бесполезны. Не нашла. Да, в прошлом году звонила какой-то номер, дозванивалась, а нынче никуда не могу дозвониться. С 17 мая вступил в силу новый административный регламент. Теперь заявление можно подать через портал государственных и муниципальных услуг. Загрузить отсканированные документы черно-белого цвета в формате PDF. Также в электронном виде можно и сверить очередь. Для того, чтобы сверить очередь, родителю не надо проходить процедуру регистрации. Ему для этого достаточно зайти на портал образовательных услуг eduyakutia.ru, выбрать вкладку по документам ребенка и ввести свидетельство о рождении ребенка. Что касается тех, кому, как и Бактыгуль Сагдаровой, путевку выдают в муниципальный сад на другом конце города, то они могут подать объявление об обмене местами. Главное – предупредить руководство дошкольного учреждения и верить, что найдутся родители, кто ищет место в саду именно в этом районе. Анна Васильева, Александр Жуков, Георгий Григорьев, Павел Пахомов, Якутск. Наступает благодатная пора, когда люди стремятся отдохнуть на природе, вдали от городской суеты. Но, к сожалению, оживает вместе с природой и клещ, которого принято называть энцефалитным. Это не название вида, а название опасной болезни энцефалит, которая вызывает у человека паралич. В последнее время на территории Якутии участились случаи укусов клещей. В прошлом году в регионе зарегистрировали 340 случаев в 19 районах. Если на себе обнаружили клеща, рекомендуем вообще обратиться в лечебное учреждение по месту жительства. Это в районах, поликлиниках хирургический кабинет, а в городе травмпункт медцентра города Якутска. Это для чего важно? Если человек не привитой, в первые 4 сутки необходимо ввести противоклещевой иммуноглобулин, который защищает от заболевания клещевым вирусным энцефалитом. 3 года в Ленске в Центре дополнительного образования работает театральная студия, а руководит ей талантливый педагог Светлана Чуйко. Стать воспитанником студии и получить навыки актерского мастерства желают многие, но не всем удается попасть в группы. Тему продолжит Светлана Балеева. В составе театральной студии сегодня более 30 детей. В основном это ученики с 4 по 9 класс. Но есть и совсем маленькая звездочка Арина Рыбкина. Посещает студию девочка всего год, но ей уже посчастливилось получить роль в одной из постановок. Роль я играла Божью коровку, и там в танце, где Маша пела. Там просто надо было летать, жизнь Божьей коровки, там болото. А вот Марию Постову Светлана Петровна называет Пушкиным в юбке. Девочка на ходу сочиняет авторские сюжеты для постановок. Маша прекрасно держится на сцене и признается, что несмотря на то, что разучивание роли – это сложный и долгий процесс, ей он приносит огромное удовольствие. А сложности, девочка говорит, были только в начале. И еще не понимал всех тонкостей, и было более замкнуто. Сейчас же легче высказывать свои мысли, сейчас легче играть, уже не боишься публики, когда играешь в спектакле, и привыкаешь уже потихоньку ко всему этому. Здесь дети занимаются не только авторским мастерством, но и хореографией, вокалом, пластикой, речью, сценическим движением. Младшие обязательно рисуют. У нас есть три стадии. То есть ребенок приходит с ярким желанием. Потом наступает 2-я стадия, когда ребенок ничего не хочет, полностью идет отрицание. И 3-я стадия – это когда ребенок уже осмысленно понимает, что это его. То есть здесь можно только любить душой и сердцем, по-другому не дано. В копилке студии уже 3 постановки. Первой стал небольшой спектакль «Небесный тихоход». Через год поставлена перета «Бабий бунт». И премьерой прошлого года стали «Сказки Фелиции», в основе которого лежало произведение Ганса Христиана Андерсена «Дюймовочка». Если мы, допустим, в репертуар вводим спектакль,
Мы его обдумываем, я рисую эскизы. Это очень долгая работа, то есть это обязательно продумываем сценографию, чтобы она была гармоничная. И на это уходит почти 8 месяцев рутинной работы, но зато потом результат у детей и у родителей радость в глазах. Все постановки прошли на ура, и зрители остались довольны. Теперь с нетерпением ждут новых премьер, которые Светлана с ребятами уже готовят к показу. Новое направление – мюзикл. Его в плане показать зрителю уже в этом году. Светлана Болеева, Виталий Андреев.